Украина делит людей на сорта и напоминает нацистскую Германию 30-х годов. Так в России комментируют законопроект о коренных народах, который Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду Украины. В унисон это твердят и топовые пропагандисты Госдума и президент России Владимир Путин. Мы отследили их реакцию и готовы объяснить, почему это ложь и зачем она им нужна. Это программа «Фейкометр». Я Роман Спиридонов. Обо всем по порядку. В одной из предыдущих программ я уже рассказывал, как один топовый российский пропагандист предложил назвать проект закона о коренных народах. А зачем такое название о коренных народах? Назвал бы просто «индейцы Украины». Там потому что крымчане могут, крымские татары могут обидеться. Но, видимо, пропагандистам недостаточно оскорбить представителей коренных народов. На голубых экранах Белокаменной началась массовая истерия. На Украине бурное обсуждение скандального закона о коренных народах. На прошлой неделе его внес в Верховную Раду президент Зеленский. Так вот, согласно этому документу, в число коренных не попали не только русские, хотя к ним себя относит каждый шестой житель страны, но и белорусы, молдаване, поляки. Вообще из наиболее многочисленных народов Украины на поддержку государства могут рассчитывать только крымские татары, а еще, например, караимы и крымчаки, хотя их в общей сложности 1500. Но вот на караимском учиться будет можно, а на русском нет. А ведь русские на Украине считают родным треть населения. Получается, не зря пугали Зеленского неонацисты, устраивая погром на крыльце его президентского офиса и угрожая убить. Он все-таки внес в парламент законопроект, который исключает его самого из так называемой высшей касты, то есть из круга людей, которые имеют право называть себя коренным народом Украины. К этой касте Зеленский предлагает законодательно отнести этносы, которые являются носителями самобытных языка и культуры, самоощущают себя коренным народом и не имеют собственного государственного образования за пределами Украины. Речь таким образом идет об этнических украинцах, караимах, крымчаках и крымских татарах. Той их части, которая уехала из Крыма после возвращения полуострова в состав России. Он, по сути, разделяет граждан страны, представляющих различные этносы, на три категории. Так называемая титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, ну и все остальные, у которых никаких прав нет и быть не может. Ну, то есть недочеловеки. Последним в лучших традициях Третьего Рейха отнесены не только русские, которые составляют 30% населения, но и евреи, венгры, армяне, поляки, цыгане. Всем им в лучшем случае придется либо забывать о своей культуре, языке и традициях и ассимилироваться, либо же покинуть страну, которую они считали родиной. Именно так, кстати, начинала и нацистская Германия. Закончилось, правда, все концлагерями, желтыми звездами и рассуждениями о превосходстве арийской расы. Новый закон откровенно направлен против русскоязычного населения Украины, составляющего, между прочим, треть страны. Против тех, кто создавал, строил, в конце концов защищал это самое государство, при этом совершенно не задумываясь, какой он национальности. Кстати, первые шаги в этом направлении были сделаны, когда власти запретили русский язык в сфере услуг. Еще одним показательным сигналом стало отключение 3 местных телеканалов, которые призывали к диалогу с Россией и объективно оценивали происходящее на Украине. И на этих каналах, кстати, часто говорили по-русски. Из списка коренных исключаются не только русские. В нем не оказалось также живущих столетиями на Украине белорусов, евреев, поляков, венгров, болгар и представителей других народностей. Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю там о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека. Но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Позицию президента России разделяют и представители крымской власти. Господин Зеленский – это один из президентов Украины, который сделал для Украины столько негативного, сколько, по-моему, все президенты Украины вместе не сделали именно для своего украинского народа. Подобные инициативы ведут... Не только он теряет рейтинг, я имею в виду господин Зеленский, но и ведут к его окончательному краху как к политику в Украине. Право на полное образование на родном языке. Такую возможность на Украине собираются предоставить только коренным народам, тогда как нацменьшинствам разрешено учиться на своем языке только в младшей школе. Такая весьма своеобразная сегрегация содержится в новом законе, который предложил на рассмотрение парламента лично президент Зеленский. Коренным народам в нем обещают
самые различные возможности. Защиту ценностей, культурные привилегии, сохранение самобытности, ну и прочее. Однако формулировка о том, кто считается коренным, выведена очень хитрым образом и специально подписана так, прописано, чтобы русскоязычное население ни в коем случае не получило каких-нибудь прав. Кого же тогда хотят защитить и зачем делить народы на сорта, расскажет Анастасия Иванова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и кто же будет признан исконными жителями Незалежной? Ну вот точных формулировок в законе нет, и, по крайней мере, как-то пытаются все это завуалировать. Хорошее начало, не правда ли? Зритель, видимо, должен сразу напрячься. Опять эти украинцы русофобствуют, мало им по 2 раба. Так они еще не украинцев делить на сорта хотят. Патриотизм или национализм – резонный вопрос, который возникает у жителей Украины. Согласно новому проекту закона, теперь он будет делить людей на классы: элиту украинцев. Коренной народ их будут якобы защищать, а остальных с легкой руки причислят к второсортным. Евреям, армянам, венграм, полякам запретят получать образование на родном языке. В том числе инициатива Зеленского направлена против людей, чьи корни ведут в Россию. А это треть всего населения Украины. Этот закон не распространяется на те нации, народности, национальности, которые имеются в государстве. Русские здесь под этот закон не попадают. Белорусы то же самое. Венгры то же самое. Звучит, конечно, довольно странно, но звучит, я бы сказал бы так, по-зеленски. Да угомонитесь уже, Анастасия, и улыбнитесь. Вы слишком серьезные. А ведь барон Мюнхгаузен предупреждал: умное лицо еще не признак ума. Хотя, кому это я? Горбатова могила исправит, а российского пропагандиста маленькая зарплата. Но это не точно. Это как минимум повод для новых межэтнических конфликтов. Страну фактически превращают в нацистскую Германию 30-х годов. Сначала людей делят на сорта по этническому признаку, потом ограничивают их права. Что дальше, оставят без гражданства? Ей вторит еще один топчик российской пропаганды Дмитрий Киселев. Он сравнил проект закона о коренных народах с «Mein Kampf», книгой Адольфа Гитлера, ставшей основой идеологии немецкого национал-социализма. Новый закон, который президент Зеленский внес недавно как срочный, о коренных народах Украины. Это посильнее «Mein Kampf». В нем людей делят на 3 сорта – украинцы, коренные народы и прочие. У всех разные права. Закон такой, что и до измерения черепов недалеко. Вот сам Зеленский, например, он представитель коренного народа Украины? Ну нет ведь. Не понимаю, за что хвалят российских фейкометов. Мол, у них продукт качественный. Это, извините, как разбираться в сортах сами знаете чего. Но вот открой ты проект закона и прочитай. Там хоть намек есть на то, что вы мусолите часами в своих эфирах. И вот эту чушь вливают в уши доверчивых зрителей. Украинцы по национальности высшая каста. Далее коренные. Крымские татары, караимы и крымчаки. А потом уже прочие русские, белорусы, молдаване, евреи. Заметили, как под копирку звучат одни и те же тезисы. Украина делит людей на классы, венгры, поляки, евреи, молдаване. Этот перечень на разных каналах может меняться, но главное, русские станут людьми второго сорта. И при этом все как один твердят: это нацизм. Неужели у них одна методичка? А вот и первоисточник. Во всяком случае, совершенно очевидно, это просто очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе, это просто, не просто некорректно, это смешно и глупо. Это соответствует не истории абсолютно. Это первое. Второе, вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там и какие-то кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего? Я уже не говорю о других составляющих. Я видел этот проект. Одна из
одна из статей там звучит примерно так, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут. В том числе и русские. Но речь идет не только о русских. Румыны, поляки, значит, венгры. Вот это же вопрос большой. Не равен час, россияне решат защитить в Украине не только русскоязычных, а мы-то знаем, какой кровью обходится их защита. Інтерв'ю Путіна були прямі випади проти кримських татар, оскільки він довго собі дозволяв дуже костровато, дуже абсолютно алогічно коментувати проєкт закону про корінні народи. Практично Путін вчора в своєму інтерв'ю проявив себе таким політиком, якому абсолютна концентрація ксенофобії, шовінізму, ненависті до України. І при тому він дуже легко кидався попередженнями Україні і європейським країнам щодо недопустимості України стати членом НАТО. З цього я роблю дуже невтішні висновки майбутніх наших подій. В проекте закона действительно говорится о 3 коренных народах – крымских татарах, крымчаках и караимах. Это народы, которые сформировались в Крыму, и у них нет другой родины. Отсюда и понятие «коренные». В законе нет ни слова об украинцах, тем более как о высшей касте. Впрочем, как нет и слова о других народах, и тем более об их сортах или ограничении чьих-либо прав. Вже 8-й рік у нас триває тимчасова окупація Криму. За ці роки усі незалежні медіа вимушені були покинути Крим. Лише декілька кримськотатарських дітей сьогодні навчаються рідною мовою. З понад сотні незаконно ув'язнених окупантів українських громадян 2/3 кримські татари. 8-й рік Росія забороняє діяльність Меджлісу, представницького органу кримських татар. Це політика винищення окупантом корінного народу Криму, кримських татар. Зараз Росія ще й дозволяє собі втручатися у внутрішні справи України та диктувати, які закони нам ухвалювати, а які ні. Колеги, наш з вами обов'язок – ухвалити закон про корінні народи. Це важливий крок для деокупації та реінтеграції наших українських земель. Україна захищає від репресій кримських татар та гарантує розвиток корінних народів. Але закон, який визначає права корінних народів та гарантує їх захист, чи хоча б дає визначення, хто такі корінні народи, в Україні поки що немає. Хоча саме поняття «корінні народи» з'явилося в Конституції 25 років тому. В Конституції чітко написано, права корінних народів визначаються виключно законом України, законом, якого немає. Про що цей законопроект? Ми визначаємо, хто такі корінні народи. Це народи, які історично сформувалися виключно на території України, мають власну культуру, мову та традиції, та не мають іншої батьківщини, крім України. Це кримські татари, караїми та кримчаки. Одразу хочу звернутися до кремлівських пропагандистів. Представники інших народів, які проживають в Україні, мають власну мову та традиції, але при цьому мають іншу історичну країну походження, не підпадають під категорію корінних народів. Це представники національних спільнот. Їхні права в українському законодавстві захищені окремим законом – Законом про національні меншини, над змінами в якій, до речі, ми зараз працюємо в комітеті спільно з громадськістю. Тож замість того, щоб втручатися у справу України та українських громадян, краще нехай російська влада думає, яким чином звільнить наші землі. Крим – це Україна. Это закон, который не один десяток лет ждали крымские татары, караимы и крымчаки, и он защищает их культурные, социальные и политические права.
формализует отношения государства с представительными органами этих народов, дает им дополнительные возможности развития, которые были ранее ограничены. Обучение на родном языке, поддержка представительного органа и национальных СМИ, увеличение квоты вещания на родном языке. Законопроект защищает их право, но не ущемляет право других. Но кого это за поребриком интересует? Если взять перепись населения советского периода, я думаю, что мало что изменилось. Это же миллионы людей, которые проживают на этой территории и прямо писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю там о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека. Но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Вы понимаете, это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом. И, конечно, это не может быть для нас безразличным. Вот интересно, эти защитники русскоязычных сами-то как соблюдают права нерусских в своей стране? Вот украинцев в России миллионы. И что там с их правами на родной язык? Где украинские школы, программы на украинском или второй государственный? Ладно, украинский. К этому языку Россия всегда относилась как к чему-то искусственному и несущественному. Может быть, тогда там сохраняют и развивают языки других народов? Вот фрагмент репортажа из Татарстана. Сохранение родного языка – одна из самых актуальных проблем татарского народа. После того, как национальные языки стали факультативными в школах, этот вопрос приобрел еще большую актуальность и остроту. Здоровое желание сохранить родной язык некоторые путают с национализмом. По Конституции Украины все граждане имеют равные права, а графа «национальность» исчезла из паспортов в далеких 90-х. В то же время законодательство Украины гарантирует защиту национальных прав каждого. Проект закона о коренных народах определяет статус народов, сформировавшихся в данном конкретном случае в Крыму, и закрепляет на законодательном уровне этот факт, признавая, что крымские татары, крымчаки и караимы сформировались как этнос именно на полуострове. Что же касается прав других народов, у которых есть своя родина, то они защищены законом о национальных меньшинствах. Он дает право на использование и обучение на родном языке, развитие культуры, использование национальной символики, исповедание религии и прочее. Но российским пропагандистам это не интересно. В последние годы, к сожалению, все уже привыкли к крайне таким специфическим новостям с Украины, которые касаются дискриминации русского языка и русскоязычных. Сейчас там уже тотальный перевод всех школ на украинский язык. Все телеканалы обязаны практически все свое вещание строить тоже на украинском. Вся сфера обслуживания переведена на украинский. В кафе, в ресторанах, в больницах, в аптеках. Все на украинском. Доходит даже до того, что уже русские фамилии должны в обязательном порядке переводиться на украинский. Резонно предположить, что после окончательного разделения людей на Украине, что называется, на разные сорта, вот так вот, к сожалению, даже приходится выражаться, получается, что положение русскоязычных и русских там вообще станет критическим. Как вы к этому всему относитесь? Разумеется, отрицательно, как еще к этому можно относиться. Наверное, нужно вспомнить, как возникла Украина, как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав российского государства. К слову, понятие «коренные народы» есть и в российском законодательстве. Там с 1999 года действует федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. И никого ничего не смущает, никто не кричит, это фашизм. Коренные народы Украины сформировались на территории Крымского полуострова. Ими являются крымские татары, караимы, крымчаки. Точка. Больше никакие народы не упоминаются в этом законе. Только крымские татары, караимы и крымчаки. Потому что на самом деле
Это закон о защите прав коренных народов Крыма, вот этих трех. Там не упоминается русский народ, это чистая правда. Но там и украинский народ не упоминается. И польский народ не упоминается, и венгерский народ не упоминается, и еврейский народ не упоминается, и белорусский народ не упоминается. Все эти народы существуют в разных количествах и пропорциях на территории Украины. Там никто не упоминается, кроме этих трех крымских народов. Крымские татары, крымы и крымчаки. Закон о них. Возникает вопрос. А президент Путин знал это, когда говорил о том, что там вот русский народ исключен из числа коренных, что он дискриминирован, что предполагается измерять циркулями и так далее. Он знал, о чем в действительности этот закон? Ну, я думаю, что найдется немало людей, которые скажут, ну, конечно, его ввели в заблуждение, ему в папочке, в красненькой принесли, положили, вот вырезали там только одну фразу, вырвали из контекста, в действительности он был не в курсе и так далее. Я утверждаю, что он знал. Я утверждаю, что президент России Владимир Путин достаточно квалифицированный политик, чтобы быть в курсе относительно содержания законопроекта, о котором он говорит. Если он в данном конкретном случае не хочет, я подчеркиваю, не хочет быть в курсе его содержания, это его суверенная воля, за которую он несет свою полную ответственность. Да, Украина считает, Крым по-прежнему считает вместе со всем остальным миром, вместе с ООН, вместе с Европейским Союзом, считает Крым своей территорией. И считает народы, которые там живут, своими малочисленными народами, подлежащими защите. Дальше что? Зачем врал-то, спрашивается? Зачем комедию эту устроил? Зачем натравил? Это я спрашиваю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Зачем натравливаете? Вообще задача президента любой страны, казалось мне, заключается в том, чтобы создавать некоторую стабильность, уверенность, спокойствие и рассудительность в международных отношениях и в отношениях внутри страны. Здесь мы видим президента России, который знает, в чем заключается документ, о котором он говорит, и он перевирает смысл этого документа. Он обвиняет его в том, что он дискриминирует русский народ, хотя этот документ совершенно не об этом. Он создает ситуацию, что этот русский народ дискриминируется в сравнении с украинским народом, хотя тот тоже там не упоминается. Он говорит о том, что это предполагает какие-то нацистские практики, хотя сам является главой страны, в которой есть точно такой же закон, который, разумеется, так же, как и этот, не предполагает никаких практик. Зачем врал? Зачем натравливал? Потому что так выглядит система, в которой работает эта власть. Эту систему построил Владимир Путин. О понятии «коренной народ» в международной правовой практике, о том, зачем Россия пытается обвинить нас в фашизме и почему она снова кричит об ущемлении прав русскоязычных, поговорим с Алексеем Плотниковым, кандидатом наук, аналитиком Ассоциации реинтеграции Крыма. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, что такое понятие «коренной народ» в международной правовой практике? Коренной народ, дело в том, что в международном праве выделяют такую вещь, как право наций и народов на самоопределение. И, как правило, под нацией в международном праве понимают такой народ, у которого есть государство, а под народом понимают народ, у которого нет государства. И большинство народов, более 90% народов, которые живут в мире, не имеют своего государства. Но это не значит, что у них нет права на самоопределение. И ряд народов, проживающих на территории других государств, которые не являются их национальными государствами, имеют право на статус коренного народа. Под коренным народом, как правило, понимается такой народ, который постоянно проживает на определенной территории, который проживал на этой территории до прихода туда того государства, в котором он сейчас проживает.
и который пользуется своим правом на самоопределение в рамках государства, которое не является его национальным государством, но при этом связан с определенной территорией. Вот когда в России начинают кричать, что это им напоминает нацистскую Германию 30-х годов, то на каком основании они так утверждают? С чего вдруг такие заявления? Я боюсь, что я не могу заглянуть в голову тех, кто так утверждает, однако подобные утверждения свидетельствуют о дремучем непонимании основ международного права. Потому что нацистская Германия действительно делила народы на некую высшую расу, как они говорили, уберменши, и на унтерменши, то есть людей, которые не имеют права на существование. А выделение понятия коренного народа, наоборот, нацелено на сохранение и развитие тех народов, которые не обладают своей государственностью, путем предоставления им возможности самоопределения, путем предоставления им представительства, путем урегулирования отношений между таким народом и государством, в котором он проживает. Кроме того, статус коренного народа связан с определенными привилегиями, например, связанными с контролем и с получением прибыли от ресурсов, которые добываются на территории, на которой проживает коренной народ. И поэтому здесь проводить аналогии с нацистской Германией совершенно некорректно, и это вопрос пропаганды, а не права. Я не пропагандист, поэтому я не могу вам ответить на вопрос, почему Россия так делает. А в самой России ведь тоже есть коренные малые народы, так это у них формулируется. Вы изучали отличия нашего проекта закона от тех законов, которые действуют на территории России? В Российской Федерации нет закона о коренных народах, и само по себе понятие коренного народа пришло из международного права. Это Конвенция Международной организации труда номер 169 и Декларация прав коренных народов 2007 года. И любой закон, который регулирует права коренных народов, это так или иначе рецепция из международного права. Вот в Российской Федерации никакой рецепции не происходит. И права коренных народов в Российской Федерации не урегулированы никак. У них действительно есть понятие малого народа. И в Российской Федерации существует определенное законодательство, нацеленное на защиту малых народов, однако это крайне ограниченный набор законодательных норм, который по большому счету признает существование малых народов, как их называют в Российской Федерации, однако их защищает слабо. Пример этому — это народ шорцев, который проживает к своему несчастью на территории, которая богата полезными ископаемыми и который страдает сейчас от последствий добычи таких полезных ископаемых, то есть уничтожается природа, уничтожается среда, в которой проживает этот народ, и при этом этот народ не получает никаких преимуществ от добычи полезных ископаемых на его территории. Я бы все-таки хотел уточнить этот момент, потому что, насколько я знаю, там действует именно федеральный закон о коренных малых народах. Он принят еще в 1999 году при Ельцине, там и в 2018 году в него вносились определенные правки. И там есть список этих малых народов. Это несколько там представителей народов Кавказа, а в основном это народы Севера, малочисленные народы. Ну, наверное, акцент все-таки делается именно на их малочисленность в российском понятии. Это совершенно правильное предположение. Дело в том, что российское законодательство, по большому счету, опосредует еще старое советское законодательство, которое действительно устанавливало для некоторых народов определенные привилегии, например, возможность не служить в армии. Но это законодательство является крайне архаичным на данный момент и не отвечает требованиям международного права, которые сейчас формируются. Это, я хочу подчеркнуть, еще не до конца сформировавшаяся новая сфера международного права, права коренных народов. И вот Российская Федерация, она не стремится заимствовать из международного права те нормы, которые сейчас там формируются. А как вы думаете, с чем это связано? Это связано, по всей видимости, с тем, что Российская Федерация занимает
земли большого количества народов, ведь российская национальная территория, по большому счету, это меньшая часть Российской Федерации. Большая часть Российской Федерации — это земли народов, которые тем или иным образом вошли в состав России. И в том случае, если Российская Федерация сейчас признает права коренных народов в том объеме, который существует в международном праве, то здесь возникнет вопрос о распределении, в первую очередь, материальных ресурсов, которые добываются на землях коренных народов. Ведь нефть, газ, тот же уголь, они все добываются на землях, которые не являются землями российского народа изначально. Это земли, которые были присоединены к Российской Федерации, которые не были пустыми, там ведь кто-то жил. И эти народы продолжают существовать, и в том случае, если Российская Федерация признает права коренных народов в том объеме, который сейчас существует, то возникнет деликатный вопрос распределения материальных ресурсов, которые Российская Федерация решать совершенно не готова. А может быть, тогда наша инициатива именно этим их и пугает, что, по примеру Украины, такие процессы могут начаться и в России? Наша инициатива пугает их в том числе этим. Но здесь вопрос в том, что признание прав коренного народа, изначальный импульс, конечно, исходит от самого народа, то есть народ должен заявить о себе как о коренном. Не все народы хотят статус коренного народа. Но с другой стороны, создание законодательной базы, в том числе рецепция норм международного права, зависит все-таки от государства. И в данный момент в международном праве нет норм императивного характера, то есть общеобязательного характера, которые были бы обязательны независимо от того, признает их государство или нет, которые касаются коренного народа, и в значительной степени это зависит все-таки от признания государства. Хотя нормы становятся все более и более обязательными, но пока они не являются императивными. Соответственно, это выбор Российской Федерации, признавать коренные народы в том виде, в котором они существуют в международном праве, или нет. Вот, Российская Федерация явно делает выбор в противоположном направлении, чем рискует привлечь к себе все больше и больше международной критики, поскольку коренные народы представлены в Организации Объединенных Наций. Есть такой орган, который называется Форум коренных народов Организации Объединенных Наций, в котором представлены, в частности, и коренные народы Украины, и туда стремятся попасть коренные народы Российской Федерации. И хотя этот орган не может выносить каких-либо обязательных решений, но все-таки это площадка, на которой коренные народы могут заявить о себе, и это площадка, которая создана для того, чтобы голос коренных народов был услышан. И он становится все громче и громче. А когда из-за поребрика звучат обвинения в том, что идет сегрегация, деление на сорта, а вот венгры, поляки, евреи и русские не признаны коренным народом, и это несправедливо, потому что, вот как Путин даже там в интервью одном говорил, русские живут в Украине уже давно, их миллионы, и они не коренные, это же нонсенс. Вот давайте разберем вот эту цитату. Дело в том, что в Украине даже украинцы не признаются коренным народом. И не признаются они коренным народом по той же причине, по которой не признаются коренным народом русские, евреи, поляки, венгры, румыны. Это все народы, у которых есть свое национальное государство. И особенно странно слышать подобные заявления от Российской Федерации, поскольку у россиян точно есть свое национальное государство. Это самое большое государство в мире и постоянный член Совета Безопасности ООН. Куда уж тут дальше признавать? Тут большего признания в международном праве не придумаешь. И поэтому признавать россиян в качестве коренных народов — это, по сути, отказывать им в собственной государственности. Ведь коренной народ не претендует по определению на свое государство. И если коренной народ начнет претендовать на свое государство, он лишается статуса коренного народа. И поэтому утверждение о том, что происходит деление на первый сорт и второй сорт через закон о коренных народах — это нонсенс. Оно просто не имеет смысла. Вы знакомы с самим проектом? Можете оценить его сильные и слабые стороны? С проектом я знаком, и это хороший проект. Почему? Потому что, по большому счету, он опосредует международные документы, в частности, Декларацию 2007 года о правах коренных народов.
Украина признала эту декларацию заявлением Верховной Рады 2014 еще года и приняла на себя в одностороннем порядке обязательство урегулировать статус коренных народов. И, к счастью, наконец-то мы к этому, похоже, приходим. Было несколько законопроектов до этого, разного уровня качества и разная реакция на эти законопроекты последовала. Вот текущий законопроект, он является достаточно всеохватывающим. В него включены важнейшие вещи о праве на самоопределение, в том числе о политическом самоопределении, о праве на развитие, о праве на ресурсы, о праве на развитие культуры. То есть проект достаточно хороший. Я надеюсь, что он пройдет согласование во всех комитетах Верховной Рады и будет принят. Что может этому помешать? Какие опасения могут возникнуть? И стоит ли на них всерьез рассчитывать, что это будет таким камнем преткновения во время принятия этого закона? Я боюсь, что больше всего может помешать непонимание того, что такое коренной народ. Я сейчас наблюдаю те комментарии, которые приходят по отношению этого законопроекта, и в том числе комментарии широкой публики, которая не знакома с международным правом. И самое большое непонимание состоит в том, что же такое, собственно говоря, коренной народ. Что коренной народ — это не государственный народ, который проживает на территории определенного государства. И здесь могут возникнуть некоторые политические спекуляции по поводу того, какие народы следует признавать коренными. И эти политические спекуляции могут быть использованы политическими силами в парламенте для достижения каких-то своих краткосрочных, долгосрочных целей. Это может быть непонимание со стороны и депутатского корпуса. Не все депутаты у нас юристы. Опять же, по поводу того, не означает ли признание коренного народа и не означает ли признание права на самоопределение коренного народа сепаратизма. Эти опасения очень-очень давно существуют. И здесь необходимо разбивать эту стену непонимания и показывать, что признание коренным народом и признание права на самоопределение коренного народа, оно автоматически отменяет сепаратизм. И кроме того, могут быть проблемы с отдельными нормами этого закона, в частности, теми же нормами по поводу права на развитие, которое связано с правом коренного народа на природные ресурсы. Ну, да, про природные ресурсы сейчас давайте пока мы чуть попозже об этом поговорим, а вот сейчас вернемся к формулировке «право на самоопределение». Ведь она звучит, может быть, и в рамках международного права, и в утвержденной формулировке, но для, может быть, обывателя воспринимается действительно с опаской. То есть какое самоопределение может быть? То есть что может коренной народ, как может самоопределиться? Может ли он самоопределиться так, что он будет требовать выхода и какой-то независимости? Дело в том, что у любого народа есть право на самоопределение, у любого из 2000, 5000 народов, которые в мире, есть разные оценки того, сколько народов в мире проживает. Но мы не можем создать 2000 и 5000 государств. Это будет полный хаос и, скорее всего, огромнейшее количество конфликтов. И поэтому международное право, оно в принципе не приветствует разделение государства, но не приветствует отделение части территории государства. И предполагается, что право на самоопределение должно реализовываться в достаточно широком таком континууме, начиная от признания самого факта существования народа, это тоже самоопределение. Это может быть культурное самоопределение в форме некоторой культурной автономии. Это может быть политическое самоопределение в форме создания автономных образований в составе государства. В крайних случаях, когда иначе невозможно реализовать интересы народа, кроме как отделить этот народ от государства, возможно то, что называется сецессией в международном праве. Но такие случаи можно пересчитать на пальцах. И именно отделение, сецессия, это крайне нежелательный сценарий для международного права. Международное право всеми силами ему противится. Случаи правильно завершенной сецессии за всю историю 20 века можно пересчитать по пальцам одной руки. Это, скажем, Южный Судан, это Бангладеш.
И для того, чтобы доиграться до сецессии, государство должно совершать просто чудовищные нарушения прав народов, которые проживают на его территории, к чему Украина явно не склонна. И по этой причине реализация права на самоопределение коренных народов, которые проживают в Украине, должна происходить без отделения от государства. И здесь я позволю себе процитировать очень известное решение Конституционного суда Канады по делу о сецессии Южного Квебека. Не Южного Судана, Квебека. Квебек — это франкоязычный регион, который входит в состав Канады. Есть такое мнение, что и существует отдельная нация квебекцев. И Квебек обратился в Конституционный суд Канады с вопросом, может ли Квебек реализовывать свое право на самоопределение путем отделения от Канады. И Конституционный суд Канады сказал, что поскольку у Квебека есть политическое представительство, отсутствует информация о нарушении прав квебекцев со стороны Канады, соответственно, реализовывать свое право на самоопределение Квебек будет в составе Канады. И Квебек признал это решение, и, собственно, на этом квебекский сепаратизм по большому счету закончился. И точно так же должно происходить со всеми коренными народами. Ну вот недавний пример — это соглашение между правительством Дании и коренными народами Гренландии, которое определило статус коренных народов и права коренных народов в составе Гренландии. Им была предоставлена широкая автономия, но все-таки Гренландия осталась Данией. И подобные соглашения в международном праве становятся все более частыми. И урегулирование права на самоопределение коренного народа должно происходить путем договоренности между центральным правительством и этим коренным народом. И когда мы принимаем закон о статусе коренных народов в Украине, мы создаем основу для такого соглашения. Мы создаем основу для признания представительских органов коренных народов, с которыми правительство сможет договориться о том, в каком порядке будет реализовываться право на самоопределение в составе Украины. Эта часть закона будет же в определенной степени формальна, потому что когда речь идет о праве на проценты от пользования недрами или там политического представительства в органах местной власти, речь идет об оккупированном Крыме, и воспользоваться этими положениями пока будет невозможно. Вот как в этой ситуации будет работать этот закон? Есть как минимум два направления, по которым этот закон может заработать, независимо от того, будет он принят, когда Крым все еще будет не подконтролен Украине, либо после возвращения контроля над Крымом Украине. Во-первых, мы все-таки урегулируем политические отношения между Украиной и коренными народами Украины. На данный момент у нас есть 3 коренных народа, все 3 коренных народа проживают в Крыму. Это крымские татары, караимы и крымчаки. И мы получим возможность признания представительских органов этих народов, мы получим возможность представительства этих народов не только путем присутствия отдельных представителей этих народов в государстве, но некоторого системного представительства их как политических единиц. Это первый момент. И второй момент — признание прав коренных народов Украины позволит нам создать новые возможности для мирной борьбы за возвращение Крыма в международных инстанциях. Это тот же форум коренных народов. Мы сможем заявлять о себе как о защитниках коренных народов Крыма от притеснений, которым они подвергаются в оккупированном Крыму. Как этот закон, ну, такой политический вопрос, как этот закон может содействовать деоккупации Крыма? Я повторюсь, мы получаем новые возможности для давления на государство-оккупант через международные органы. В частности, тот же форум коренных народов. Это организация, которая способна доносить информацию о происходящем в Крыму до многих ушей, которые иначе эту информацию не услышат. И с помощью этого создавать давление на правительства государств, которые, от признания которых в значительной степени зависят действия международного сообщества, например, в отношении санкций по поводу государства-агрессора.
И мы получаем возможность воздействия на государство-оккупант через международные организации, через уже Организацию Объединенных Наций. И в принципе здесь есть возможность и для обращения в международные судебные инстанции, например, по поводу нарушения культурных прав представителей коренного народа, что тоже достаточно неприятно для государства-оккупанта. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Спасибо вам большое. А на сегодня все. Чтобы не стать жертвой пропаганды, обращайте внимание на авторство информации и не поленитесь найти подтверждения в других источниках. Или смотрите нашу программу. Это был Фейкометр. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР, оставляйте свои комментарии. Спасибо, что были с нами.